Доброе утро всем тем, кто начинает день вместе с программой «Утро Якутии» на Якутия-24. Это те люди, которые заряжаются на весь день по отличным настроениям, и это настроение, конечно же, помогает все дела переделать и достичь всего, что было на день, собственно, запланировано. Поэтому доброе утро, еще раз хочется только сказать и еще напомнить, что не только в этот почти что час можно быть вместе с нами и получать полезную информацию, можно также подписаться на наш телеграм-канал и всегда в течение дня быть вместе с нами, быть частью этого такого процесса зарядки хорошим настроением. Наверное, вот так можно все это подытожить. Много всего интересного нас в ближайшее время ожидает, поэтому оставайтесь с нами. Ну а прямо сейчас расскажем о том, что происходит за окном. По данным Гидромедцентра, сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от плюс 2 до плюс 14 градусов. В заречной группе от 3 до 4 со знаком плюс, в южных от 4 до 15 градусов тепла. В Вилюйской группе от плюс 3 до плюс 16, в Нижнеленских от плюс 5 до плюс 15, в западных от плюс 5 до плюс 18. В Колымо-Индигирской группе улусов от плюс 2 до плюс 10, в Янских от плюс 2 до плюс 14, на северо-западе от плюс 4 до плюс 11. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила плюс 4 градуса, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер южный 2 метра в секунду. Сегодня днем в столице республики ожидается пасмурная погода, ветер южный 3 метра в секунду, а температура воздуха в течение дня будет колебаться между отметками плюс 4, плюс 14 градусов. Середина недели, на улице уже по-осеннему прохладно, но это не повод оставаться под одеялом. Самое время взбодрить тело и разогнать кровь. Присоединяйтесь к нашей утренней зарядке, всего 5 минут, и вы согреетесь, зарядитесь энергией и встретите этот день во всеоружии. Всем доброе утро! Сегодня комплекс наш будет посвящен спине. Спину, как правило, нужно укреплять. Она задействована во всех сферах нашей жизни. Итак, небольшой комплекс, который вы можете прямо сейчас повторять вместе со мной. Для комплекса нам понадобится отягощение в виде маленьких гантель от полукилограмма до 2, либо можно использовать бутылочки с водой. Также можно работать для непродвинутого уровня без отягощения. Ну что ж, приступим. Первое упражнение, и мы сразу уходим с вами в партер на коврик. Прижимаем аккуратно тазобедренный сустав, уходим вниз. Взгляд в коврик, шея, продолжение позвоночника. Уводим руки за голову, не выводим в замок. Мы будем с вами делать подъем и поворот в сторону, влево и вправо. Выдох, выдох, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Далее нам понадобятся с вами бутылочки для отягощения. Также следующее упражнение вы можете выполнять без отягощения. Уходим вниз, взгляд в коврик, шея, продолжение позвоночника. Подъем рук, и у нас поворот лево и право. Лево и право. Выдох, выдох. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Опускаем отягощение, небольшое расслабление. Прижимаем плечи к коврику. Отдыхаем так некоторое время. Мы хорошо нагрузили позвоночный столб. Даем ему немножечко расслабиться. В течение 5-8 секунд. 4, 3, 2, 1. И продолжаем наш комплекс. Подъем. Далее у нас будет сжим в подъеме. Мы поднимаем вверх, сжимаем
лопатки, выводим руки вперед, опускаемся вниз. Поехали. 11, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаем отягощение и готовимся к крайнему упражнению в нашем комплексе. У нас с вами будет подъем с прямых рук. Поднимаемся вверх, удержание и опускаемся вниз. Поехали. Выдох. Выдох. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Уводим руки вдоль корпуса, прижимаем вновь плечо и отдыхаем так от 5 до 8 секунд. И выполняем комплекс еще 2 круга. Ну а я желаю всем хорошего дня и укрепляйте свою спину. А теперь на очереди информационная сводка от наших коллег из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Филиалом фонда «Защитники Отечества» по республике продолжает оказываться юридическая и социальная помощь ветеранам и действующим участникам СВО, а также членам погибших и пропавших бойцов. Граждане могут обратиться в фонд по самым разным вопросам, от получения различных льгот после отказа или бездействия, розыску пропавших до разрешения имущественных, денежных и семейных споров. Прокуратура проводит совместный прием с участием военного прокурора ежемесячно во вторую и четвертую пятницу, юрист-консультанты МФЦ еженедельно в среду и пятницу, а также адвокаты в понедельник. Ежемесячный прием ведет уполномоченная по правам человека и Ассоциация юристов республики. Всего за время работы филиала юридическая помощь оказана более 1700 обращениям. А также при Адвокатской палате республики открыты и ведут работу центры оказания бесплатной юридической помощи в городах Якутск и Мирный. Постоянно на связи контактные лица Управления Федеральной службы судебных приставов и Нотариальной палате республики. Работа по оказанию бесплатной юридической помощи в УЛУСах производится по отдельным заявкам социальных координаторов. Они передаются в Адвокатскую палату или в прокуратуру. В поселке Уснера завершаются масштабные восстановительные работы в местном краеведческом музее. В августе этого года здание серьезно пострадало от сильного дождевого паводка. Стихия повредила деревянные конструкции музея, полы, стены и мебель. К счастью, благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников ни один экспонат не был утрачен. Ремонтные работы производились силами самих работников музея, неравнодушными жителями поселка и приезжавшими на помощь волонтерами. И воды здесь была. Самая большая работа проведена у нас в Балагане. Люди, которые приехали сюда и помогали нам это строить, это все работники культуры, то есть музейные работники и работники Национальной библиотеки города Якутска. То есть они отозвались, приехали сюда работать. Доска, которая здесь есть, линолеум, да, который сейчас уже лежит здесь у нас в музее, это было все предоставлено Министерством культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Сейчас тут идет исключительно генеральная уборка, но и с завтрашнего дня я уже планирую открыть свои двери для посетителей. Ну а хранители истории Якутска отмечают 30-летний юбилей. За небольшой период муниципальный архив собрал ценные документы, отражающие историю не только столицы региона, но и республики в целом. В честь даты организован ряд мероприятий. Это подведение итогов, торжественное чествование сотрудников архивной службы. Именно архивы являются тем учреждением, которые
сохраняет нашу интеллектуальную собственность, интеллектуальную ценность и, конечно, наши документы, которые хранятся в архивах, которые рассказывают о жизни горожан, о работе предприятий, организаций, о тех исторических решениях, которые принимаются руководителями, учреждениями именно в развитии города Якутска, нашей республики. В Верхневилюйске отметили столетие Анисима Прокопьева, основателя Музея истории и этнографии. Это выдающийся человек, чья жизнь стала олицетворением служения Родины. Ветеран Великой Отечественной, инструктор снайперской школы, талантливый художник и скульптор. Он является соавтором символа Верхневилюйского района монумента Хатун-Булу. После торжественного собрания презентовали и бюст Анисима Прокопьева. Скульптором стал его внук Николай Чечасов. Является соавтором символа нашего улуса Хотун-Булу. И по профессии он был медицинским работником, по призванию краевед, идейный вдохновитель. И более 10 лет Анисим Григорьевич был бессменным руководителем душой Верхневилюйского музея истории и этнографии, вложив в него создание и развитие всю свою энергию и любовь к родному краю. Ну что ж, как мы сегодня говорили, осень, она уже вот она случилась с нами. А с ней традиционно, что простуды. И вообще, знаете, как бывает, да, лето пролетело, отпуска закончились, дети в школы, садики побежали, взрослые на работу. Тут бац, все снова в одном месте собираются, общаются, и вместе с ними и вирусы занимаются, возможно, тем же самым. Прямо чувствуется, как эпидемический сезон потихоньку подкрадывается, а ведь у нас в стране, и в частности в Якутии, каждый год запускают большую кампанию по вакцинации от гриппа. И сейчас самое время задуматься, как же нам, дорогие зрители, уберечься от этих противных простуд и гриппа. Сегодня подробнее на эту тему мы поговорим с Еленой Лыткиной, заместителем начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, какая на сегодня эпидемиологическая обстановка вообще в целом в республике? Но на сегодня, по данным еженедельного мониторинга, мы отмечаем сезонный рост заболеваемости острыми вирусными, респираторными вирусными инфекциями ОРВИ, но при этом случаи гриппа у нас не регистрируются. По данным лабораторного мониторинга у нас регистрируются различные такие вирусы, как риновирус, вирусы парагриппа, РС-вирус, аденовирус, боковирус. И отмечается также рост заболевших коронавирусом COVID-19. Но при этом, вот я говорю, грипп у нас не регистрируется. Обычно первые случаи гриппа у нас появляются в декабре месяце. И поэтому, вот, собственно, сегодня-то начинаем уже про вакцинацию говорить, потому что вакцинация, она проводится против гриппа как раз-таки. Да. И вот по поводу вакцины. В этом году какая вакцина применяется? Вообще год от года меняется ли вакцина или одну и ту же каждый год мы себе ставим? Ежегодно у нас поступают отечественные вакцины. Все население, наверное, знает, что прививки против гриппа – это совигрипп. Так, для взрослых у нас поступила уже вакцина совигрипп и вакцина флю-М. А для детей у нас поступила трехвалентная вакцина, тоже совигрипп. И для самых маленьких детей четырехвалентная вакцина Ультрикс Квадри. При этом вот оптимальным периодом для проведения прививок против гриппа это традиционно осень, с сентября по ноябрь. То есть до декабря месяца, до появления первых случаев гриппа мы должны коллективный иммунитет сформировать. Ну вот, говорите, с сентября по ноябрь, да, вакцинационный период. Уже какая-то статистика есть, сколько прививок якутяне получили? Да. Сколько вообще, а сколько планируется, чтобы привиться? Вакцина в республику уже поступила, и она уже распределена по всем районам республики и по всем поликлиникам города Якутска. План на этот год у нас около 500 тысяч населения, из них 190 тысяч это будут дети, и 310 тысяч это план по взрослым. И прививочная кампания уже стартовала, она уже началась, прививки уже проводят, и на сегодняшний день привито уже чуть больше 39 тысяч населения, это где-то 19 тысяч детей привито и 20 тысяч взрослых. То есть в целом пока темп вакцинации придерживается плана? Ну да,
пока это только начало, и с каждой неделей, поскольку кто-то был в отпусках, кто-то, и вот как раз школы начались, детские сады начали работать, и поэтому у нас прививочная кампания как раз вот она началась, и она вот будет продолжаться и нарастать темпы. Но мы вот уже услышали, что в поликлиниках вакцина присутствует, она уже распределена, но тем не менее, да, мы же знаем, что порой бывают какие-то моменты, когда где-то централизованно в каких-то организациях прививку организуют. Есть ли такие механизмы на сегодня? Ну и вообще в целом, где, кроме, может быть, поликлиники, можно найти вакцину? Вообще вот поликлиника, она проводит, вакцинация, она проводится в поликлиниках. Также работают выездные прививочные бригады, то есть в коллективы, в организации, учреждения прививочные выездные бригады приезжают и уже по месту работы ставят прививки. Также бригады выезжают в детские сады, в школы и там проводят прививки против гриппа. Кроме того, можно, ну, населению, вот, которые не знают, где привиться, они могут через портал госуслуг записаться на вакцинацию, либо по единому номеру контакт-центра 122. То есть звонят, записываются, им назначают время, в поликлинику приходят в прививочный кабинет и получают прививку против гриппа. А в целом, говоря про заболеваемость, всегда, наверное, такой не острый, а волнительный момент — это, конечно же, школы и детские сады. Родителям особенно это важно, потому что дети там перестают быть заняты там в течение какого-то времени. Поэтому вопрос, да, говоря про карантинные мероприятия, при каких условиях вот в школах, детских садах может быть объявлен карантин? При росте заболеваемости ОРВИ, если численность заболевших превышает 20%, то точечно закрывают класс на карантин. Либо это в школе, либо в детском саду. Классы, группы детского сада приказом директора школы, заведующий детским садом издается приказ, и вот эта группа, класс, они закрываются на карантин. Если раньше у нас была такая практика, когда все школы города мы вот массово закрывали, то сейчас тактика точечных карантинов у нас идет. То есть сейчас мы уже все школы разом не закрываются только классы. А раньше же неделями на карантине дети сидели. На самом деле хорошее решение, потому что, да, как бы бывали случаи, когда весь класс здоровый, а сидит дома. Причем даже по своему детству это можно вспомнить, раньше такое было. Вот, возвращаясь к прививке и уже болезни непосредственно, бывают случаи, да, когда, в основном в соцсетях, да, соцсети это у нас, к сожалению, в каком-то смысле, к сожалению, такое место, где можно много чего начитаться. Некоторые люди, ставя прививку, там чуть ли не на следующий день у них там появлялись температуры и так далее. С одной стороны, это же правильное решение, потому что прививка, насколько мы знаем, это же просто ослабленный вирус, вводящийся в организм. Вот часто у обывателей бывает такое, что вот поставил прививку и заболел гриппом. Нет. В составе вакцины живого вируса нет. Вот те реакции, которые вот человек испытывает, это может быть там температура поднимется, боль в месте инъекции, какая-то слабость. Это выработка иммунитета к вирусу гриппа. То есть это нормальная реакция, и она в течение нескольких дней пройдет. Это не сам грипп. Ну, то есть, по сути, это знак того, что организм уже распознает и начинает тренироваться к борьбе уже с будущим вирусом, если вдруг он поступит в организм. Вот. Ну и последнее, буквально там несколько секундочек у нас остается. Какие-то меры предосторожности после получения прививки должны соблюдаться людьми? Во-первых, нужно как-то внимательно относиться к своему самочувствию. И если там есть вот эти какие-то симптомы, про которые мы до этого говорили, то можно принять какие-то там жаропонижающие или еще что-то. Иногда говорят, что нельзя там мыться, да? Нет, душ принимать спокойно можно, но тереть мочалкой это нельзя. Стоит ограничить посещение каких-то многолюдных мест. Стоит как-то вот в первые дни от каких-то интенсивных физических нагрузок также несколько дней подождать, поскольку вот все равно идет нагрузка на организм. Елена, спасибо большое за информацию полезную. Вас, дорогие зрители, призываем в любом случае прививаться, потому что, это
бережет как минимум время вашего. Вам не придется, возможно, болеть и тратить там неделю, а то и 2. А это мы еще про осложнения различные от гриппа не говорим. Еще раз спасибо, хорошего вам дня, удачи в вашей работе. Вот. Ну, вакцина — это профилактика. Профилактика — это не только вакцинация, но и укрепление организма в целом. И один из приятных и эффективных способов поддержать себя — это ароматерапия. После такой серьезной темы, вот как вакцинация, предлагаем немного переключиться и позаботиться не только о физическом, но и о душевном комфорте. Осень — это время не только простуд, но и стрессов, хандры, усталости. И как вот с помощью простых и натуральных методов вернуть себе спокойствие и гармонию. В рубрике «Ароматы утра» сегодня все об ингаляции эфирными маслами. Узнаем, какие ароматы помогут успокоить нервы, снять напряжение и создать атмосферу уюта даже в самый пасмурный день. Доброе утро! С вами Эрика Сысоева. И сегодня мы с вами поговорим, как сделать индивидуальный ингалятор. В каких случаях может понадобиться ингалятор? Допустим, это успокоить тревогу. Можно приобрести ингаляторы, и они очень удобные для того, чтобы носить его с собой в сумочке. И, допустим, в нужной ситуации вы можете его достать и послушать ароматы эфирных масел, успокоиться, центрироваться и вернуться к себе. Сегодня я вам дам рецепт смеси, которая поможет снять тревогу и сбалансироваться. Для этого понадобится эфирное масло ромашки, либо римской, либо немецкой ромашки, масло иланг-иланга, цветочный аромат, масло нерали и масло ветивера. Какой будет процент? Ветивера мы возьмем 1 каплю, нерали 4 капли, иланг-иланга 14 и римской ромашки 10. Все эти эфирные масла, они обладают седативными свойствами, успокаивают, отпускают нервное напряжение. И замечу, что из 4 масел 3 это цветочных аромата, а значит аромат будет очень красивый, нежный, а ветивер нам добавит глубины. Для того, чтобы сделать индивидуальный ингалятор, нам понадобится, собственно, сам ингалятор, мисочка небольшая, пинцет, чистый ватный диск, желательно, чтобы он был био, натуральный, чистый хлопок, и эфирные масла. В ингаляторе вы найдете ватный диск, который, скорее всего, лучше поменять на другое. В мисочку вы капаете нужное количество эфирного масла, хорошенько его взбалтываете и пропитываете ватный диск этим эфирным маслом. Вставляете и закручиваете в ингалятор. Все. Смесь с эфирным маслом для снятия тревоги будет всегда с вами. Такой ингалятор можно хранить достаточно долго, и аромат будет достаточно стойким в течение полгода. Желаю вам оставаться всегда спокойными и уравновешенными. Отличного вам начала дня. С вами была Эрика. А знаете, что обязательно нужно сделать сегодня? Обратить внимание на скромные, но такие милые осенние цветы, которые доцветают свои последние дни. Можно попробовать собрать из них пестрый душистый букетик, подарить его коллеге, близкому человеку или просто поставить в вазу на кухне, чтобы глаз радовался. И дело тут не только в красоте, все потому, что сегодня день разноцветных букетов. Неофициальный, но очень душевный праздник, который напоминает, даже в будний день можно найти повод для творчества и маленькой радости. А аромат полевых цветов станет лучшей природной ароматерапией. Ну а далее узнаем, какие еще праздники и знаменательные события можно сегодня отметить. На календаре 10 сентября. По народному календарю Анна и Савва Скирдники. На Руси Анну и Савву завершалась последняя жатва хлебов. С полей вывозили снопы, которые складывали в скирды. Отсюда и название праздника. Крестьяне торопились убрать хлеб до наступления ненастья и холодов. Этот день в истории. Состоялось первое празднование Нового года, перенесенное с 1 марта на 1 сентября. Подписан Ништадтский мирный договор между Швецией и Россией.
Учрежден Русский театр в Санкт-Петербурге, ныне Александринский театр. Открыта уникальность ДНК генетические отпечатки. Папа Иоанн Павел II осветил в столице Кот-д'Ивуара базилику Богоматери мира. В этот день родились Люсьена Овчинникова, советская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Евгений Хрунов, советский летчик-космонавт, герой Советского Союза. Карл Лагерфельд, немецкий модельер, фотограф. Евгений Татарский, советский российский кинорежиссер, сценарист, народный артист России. Гай Ричи, британский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Именины сегодня отмечают Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Афанасий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Иларион, Иосиф, Леонтий, Лукьян, Макар, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Сусанна и Федор. А мы немножко про творчество поговорим. Египетский художник Абану Бебуе из Эль-Миньи создает уникальные произведения искусства. Он пишет 2 картины одновременно, руками и ногами. На кадрах мастер демонстрирует уникальное умение и показывает готовые работы в черно-белой цветовой гамме. Среди них портреты известных личностей различных времен, от царицы Нефертити до рэпера Дрейка. По словам художника, идея писать картины руками и ногами пришла в 2019 году, а через месяц Абануб устроил свое первое представление такого рода. Сейчас мужчина намерен не останавливаться на достигнутом и продолжать развивать свой удивительный талант. Кроме того, он планирует подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса как первый в мире художник, создающий 2 произведения одновременно в такой необычной технике. Ну а мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными местами Якутска. Сегодня в фокусе внимания улица Петра Алексеева. Что связывает это место с историей нашего края? Какие достопримечательности здесь можно найти? Об этом нам расскажет наша постоянная рубрика. Доброе утро, дорогие зрители! Сейчас мы находимся на улице Петра Алексеева. Она имеет протяженность около 2 километров и начинается от площади Ленина и до перекрестка с улицы Семена Данилова. Раньше, до 1949 года, эта улица называлась Лагерной. Но с этого года она называется улицей Петра Алексеева. А кто такой Петр Алексеев? Петр Алексеев – это рабочий революционер. Он родился в 1849 году и с детства работал на ткацких фабриках Санкт-Петербурга и Москвы. За это был арестован и попал под суд. В 1877 году прочитал свою речь о грядущей революции. Владимир Ильич Ленин назвал эту речь пророчеством. За такие высказывания он и был направлен в ссылку на каторгу в Сибирь. Последние годы ссылки, а именно с 1884 года, он отбывал в Татинском Улусе в республике Саха-Якутия. На улице Петра Алексеева расположено много интересных зданий. Например, учебные заведения. Колледж информационных технологий и связи и Якутский медицинский колледж. Также много медицинских зданий. Например, Республиканская больница номер 2, онкологический диспансер, бывшее здание Якут-курорта и научно-практический центр фтизиатрии, который в этом году отмечает свое 75-летие. На этом у меня все. До новых встреч! А сейчас время для нашей еженедельной рубрики, где мы становимся чуть ближе к якутскому языку. Сегодня разберемся с тем, что может сбить с толку любого новичка: порядок слов в предложении. Знаете ли вы, что от положения всего одного слова может полностью поменяться смысл фразы? Почему в якутском строгий порядок? Это не просто правило, а ключ к пониманию. И как сказать: я читаю интересную книгу без риска перепутать собеседника. Все это в новом выпуске нашей языковой рубрики. Үтө күнінен. Сегодня поговорим о порядке слов в якутском предложении. Вот пример. Мин осколага барабын. Аня, сможешь перевести? Да. Так, давай. Я иду в школу. Верно. Вы наверняка заметили разницу. В русском предложении обстоятельство места стоит после сказуемого, а в якутском предложении обстоятельство места стоит перед сказуемым. Это значит, что в якутском языке, как и во всех тюркских языках, характерен прямой порядок слов: субъект, объект, действие. Рассмотрим на примерах. Слушай и повторяй за мной, Аня. Подлежащее дополнение сказуемое. Я мою посуду. Мин игит
суябын. Мен игит суябын. Ты моешь пол. Эн моста суягын. Эн моста суягын. Он стирает одежду. Кини таңас суяр. Кини таңас суяр. Теперь подлежащие обстоятельства места сказуемое. Мы идем в лес. Бихиги оюрга барабыт. Бихиги оюрга барабыт. Вы идете в поле. Эхиги хонуга барагыт. Эхиги хонуга барагыт. Они едут в город. Кинилер поракка бараллар. Кинилер поракка бараллар. Хорошо. Подлежащие обстоятельства времени сказуемое. Я улетаю сегодня. Мин бүгүн көтөбүн. Мин бүгүн көтөбүн. Ты улетаешь завтра. Эн сарсын көтөгүн. Эн сарсын көтөгүн. Он улетает послезавтра. Кини өйүн көтөт. Кини өйүн көтөр. Молодец. Аня, с какой интонацией мы прочитали эти предложения? С восходящей или с нисходящей? Тон у нас повышается в конце или понижается? Как ты думаешь? Понижается. Правильно. В повествовательном предложении тон речи понижается. Итак, мы сегодня узнали, что особенностью якутского предложения является прямой порядок слов. Керсёхадери. Ну а далее мы отправляемся на границу с Монголией. Там проходили масштабные российско-монгольские военные учения. Как это было, давайте посмотрим. Мунгун Хэрлен – первая девушка-снайпер в Монголии. Винтовку приручила 2 года назад. Стать стрелком решила после просмотра военного фильма. Мне всегда нравился российский фильм «Кукушка». Он очень повлиял на меня как на человека. Думаю, благодаря этой картине я и стала первой снайпершей в Монголии. Уже 2 недели девушка учится новому у российских военнослужащих, а вместе с ней еще 350 солдат монгольской армии. Учения Селенга проводят рядом с границей на полигоне Бурдуны. Никаких проблем с начальной подготовкой не было, то есть все прибыли уже подготовленными как минимум на начальной стадии и даже, скажу, выше среднего. На смотровой площадке детализированные 3D-карты местности. На них изображен сценарий учений. Мы находимся, пожалуй, в самой безопасной точке. Все, что дальше, приближено к реальным боевым условиям. Сегодня военнослужащие демонстрируют все, что отрабатывали на вертолетах, танках и даже истребителях. По легенде, военнослужащим необходимо захватить пункт управления противника на первом этапе важна авиация. Первый этап прошел успешно. Сейчас приступили ко второму при помощи огневые точки противника. Как я поняла, некоторые уже нашли, приступили к ликвидации. Перед тем, как приехать на учения в Россию, монгольские военнослужащие около 2 недель тренировались на родине. Танки, вертолеты и истребители для них не в новинку, зато с беспилотниками работали впервые. На учебной точке противодействия ВПЛА отрабатывались такие элементы, как применение противодронных оружий. Специальная военная операция показала, что борьба с беспилотниками – это основной элемент
борьбы. Рассказали и о том, как увернуться от ударов беспилотников. К примеру, на мотоцикле сделать это легче, чем на тяжелой технике. На небольших автомобилях безопаснее и доставлять боеприпасы. Риск быть замеченным гораздо меньше. Мы наблюдаем внедрение новых тактических подходов и теперь планируем учитывать их при разработке сценариев будущих учений. Я поняла, как должен действовать снайпер в современной боевой ситуации. Все военнослужащие должны знать это, а мы обязаны научить их этому. Российско-монгольские учения начали проводить 17 лет назад. Раньше они назывались Дархан, сейчас Селенга, в честь реки, которая берет свое начало в Монголии и впадает в Байкал. По традиции учения завершаются парадом. Здесь представлена почти вся техника, которая была задействована во время учений, а это почти 200 единиц. На границе с Монголией побывали Александра Фишева, Санджей Шакжин, телекомпания «Аригус». А далее поделимся с вами очередным советом по уходу за садом. В рубрике «Сад-огород» сегодня узнаем все о том, как правильно выкапывать кустарники. Доброе утро! Я сегодня покажу, как правильно выкапывать кустарник. В качестве примера я выбрал самый массовый вид для озеленения в условиях Якутии. Это акация желтая. Многие очень неправильно держат лопату вот так вот, под углом. Это неправильно. При такой выемке обрезаются корни. А лопата должна быть втыкаться в землю, должна строго перпендикулярно, 90 градусов. Вот, показываю. Можно в круговую, если куст маленький, можно с 4 сторон квадратика. А так как у нас куст 90 сантиметров, мы сделали в круговую. Потом с одной стороны втыкаем поглубже и поддеваем. Вот. Куст вытащен с комом земли. Хочу отметить, что в этом году осень затянулась. Судя по прогнозам, плюсовые температуры будут до 11 октября. То есть озеленением можно заниматься вплоть до замерзания земли, до 11-12 октября. Так что постарайтесь. Ну а от того, о чем мы заботимся в саду, перейдем к братьям нашим меньшим. Современные технологии все чаще становятся героями забавных видео в интернете. На этот раз в центре внимания оказались умные камеры наблюдения со встроенными динамиками. А как тут связаны вообще наши братья меньшие? Владельцы домашних животных решили провести необычный эксперимент. Они стали связываться со своими питомцами через камеры, когда те меньше всего этого ожидали. Результат превзошел все ожидания. Реакция животных оказалась поистине бесценной. Кошки и собаки демонстрировали самые разные эмоции, от полного изумления до искреннего восторга. Некоторые питомцы начинали искать источник звука, тыкаясь носом в объектив камеры. Другие замирали на месте с широко раскрытыми глазами, пытаясь понять, что происходит. Hello, can you hear me? Hi, Frankie, it's Daddy. Oh. Sure. Baby, you being a good kitty? А вот еще новость в копилку про братьев наших меньших. В московском зоопарке у пары морских котиков, самки юшки и самца пирата, родился детеныш. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу. На кадрах сотрудница зоопарка кормит малыша и его маму. Также на видео семья ластоногих ныряет в воду и беззаботно плавает в бассейне. Директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что детеныш родился весом чуть больше 5 килограммов и меньше чем за месяц набрал еще 3. Малыш растет активным и любознательным. Морской котик появился на свет в павильоне «Ластоногие». Несколько недель он учился плавать во внутреннем водоеме, а спустя месяц сотрудники стали выводить его в большой бассейн.
В 2018 и 2020 годах Юшка и Пират уже становились родителями. Тогда у них родились два самца – Роджер и Сильвер. Ну а далее наши коллеги из информационной службы расскажут о других новостях. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. За навигацию этого года в республике на водных объектах зарегистрировано 45 правонарушений. В 40 из них погибли люди. Для уменьшения числа таких нарушений инспекторы Центра ГИМС проводят профилактические рейды по всей республике. В акватории города, например, заметна динамика по снижению числа противоправных действий. Судоводители используют спасательные жилеты и предоставляют все необходимые документы. Инспектора Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия проводит профилактические мероприятия, регулярно рейды, надзор за правильным пользованием поднадзорными судами. При остановке судна инспектор запрашивает документы. Это удостоверение на право управления маломерным судном и также должен иметь судовой билет на данное маломерное судно. Строящееся здание нового лечебного корпуса в селе Намцы планирует ввести уже к концу этого года. Данный объект строится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». К началу строительства приступили в 2023 году. На сегодня готовность объекта превысила 70%. В строящемся здании трудится порядка 80 человек. Лечебный корпус трехэтажный, рассчитан на 50 мест. По сведениям подрядчика, завершаются работы по фасаду, крыше, и уже основные силы переброшены на внутреннюю отделку. Здесь будут располагаться терапия, хирургия, акушерско-гинекологическое, реанимационное отделение, а также скорая медицинская помощь с приемным покоем и диагностический блок. Это позволит повысить комфорт и качество жизни населения. В данный момент мы находимся в отделенном здании, и у нас на этаже будет прямой доступ к реанимации. Терапевтический профиль очень нуждается в консультациях реаниматолога. У нас частые переводы в реанимационное отделение. И хорошо, что мы находимся на одном этаже. Это сократит значительно время. Мы ожидаем поступления нового оборудования, такого как рентген на 3 рабочих места с рентгенскопией, также УЗИ-аппараты. Один из них будет аппаратом экспертного класса, второй из них высокого класса, который облегчит и улучшит диагностические наши процедуры. В Чурапчинском районе в семейном МФЦ открылся лагерь долголетия «Селис». Всего дневной лагерь для пожилых охватил 10 неработающих пенсионеров. В течение 10 дней им проводят различные занятия по специальной программе. В частности, участники лагеря занимаются оздоровительной гимнастикой, скандинавской ходьбой, в культурной программе исполняют песни разных времен, вышивают изделия из бисера. Между тем, на днях побывали также и в красивой местности Кыстык-Кугда на берегу реки Амга. Этот проект разработан администрацией нашего улуса. Конкурс объявил наше министерство, Министерство труда и социального развития Республики Саха-Якутия. И этот проект, который разработал наш улус, победил и финансируется с Министерства труда. Цель нашего лагеря – это повышение социальной активности и активное, здоровое долголетие. Ну а в Якутии тем временем стоят последние теплые дни. В конце недели арктическая воздушная масса принесет дожди и понижение температуры. Уже в четверг потеплеет до плюс 18, а в пятницу похолодание с прохождением холодного фронта. Дожди местами умеренные, порывистый ветер до 8-13 метров в секунду. В субботу в Якутске будет преимущественно без осадков, в воскресенье небольшие дожди. Температура воздуха в эти дни составит плюс 12, плюс 14 градусов. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Ну а теперь поговорим об одной из такой актуальнейших и, наверное, наболевших проблем для всего нашего общества. Это мошенничество с банковскими счетами. Это серьезная проблема, с которой может столкнуться любой человек. Каждый день от 50 тысяч до 70 тысяч человек свои деньги могут переводить злоумышленникам. Примерно в таких цифрах мы сегодня живем. Чаще всего, конечно, жертвами становятся работающие женщины, и все больше
пенсионеров. Вот, чтобы защитить средства клиентов, банки разрабатывают различные инструменты безопасности. Один из них — это сервис, под таким рабочим названием, скажем так, «Вторая рука». И вот подробнее об этом сервисе мы поговорим с управляющим отделения Банка России по Республике Саха-Якутия Коноплевым Антоном Анатольевичем. Антон Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Да. Вот название такое, мы уже сказали, что это рабочее, конечно, официально оно и по-другому может быть называться, в разных банках по-другому. Сервис второй руки, что это означает, для кого он создан? Как вы правильно сказали, сервис второй руки — такое название обиходное, чтобы было понятно гражданам, для чего это нужно. Этот сервис направлен для защиты слабозащищенных категорий. Мы относим к ним пенсионерам, молодых людей. Нередкие случаи, когда человек остается один, когда мошенники оказывают на него давление, когда он не говорит своим близким, что ему звонили, что на него давили, что его заставляли осуществлять какие-то финансовые операции. И как раз вот этот сервис поможет человеку в этой ситуации. Да? Вот если говорить про пенсионеров, то это люди такие впечатлительные, люди дисциплинированные. Мошенники, прикрываясь служебными удостоверениями, какими-то благими намерениями, да, они вводят в заблуждение, заставляют этих людей поверить себе и осуществить какие-то действия. Люди наши дисциплинированные, особенно старшее поколение, они находятся верят представителям силовых структур, осуществляют действия. Псевдо, получается. Да, конечно, это все мошенники, да, они им верят и выполняют эти действия. А молодые люди, наоборот, в погоне за легкой прибылью идут на поводу у мошенников, осуществляют действия и попадают тоже в очень неприятные ситуации, которые в будущем отражатся на их репутации, скажем так, да. И вот этот сервис как раз направлен для того, чтобы люди не оставались одни, чтобы у них была возможность подключить какого-то родственника. У каждого, наверное, из нас есть человек с холодной головой, которому можно доверять, да, и вот такого человека можно попросить помочь в таких ситуациях. А как это происходить должно? То есть звонок какой-то человеку или что? Как работает сервис? Механизм у него достаточно простой. Вы самостоятельно определяете вот этого человека. Наверное, предварительно, с ним это стоит обсудить, да. После этого вы определяете условия, по каким этот человек подключается в процедуру. То есть, если какой-то маленький платеж, когда вы очередной платеж в магазине осуществляете, наверное, такой не надо подтверждать. А вот если какая-то крупная сумма, например, от 100 тысяч рублей, да, для каждого своя, это уже крупная сумма считается. В этом случае этому человеку приходит уведомление, что вы пытаетесь совершить какую-то операцию. У человека есть 12 часов на то, чтобы подтвердить эту операцию. За это время он может успеть связаться с вами, поговорить, выяснить обстоятельства, оценить ваше, условно говоря, внутреннее состояние, да, насколько вы адекватно оцениваете ситуацию и так далее. Возможно, позвонить кому-то еще из ваших родственников. Да, такие ситуации бывают, когда, прикрываясь помощью родственникам, да, люди пытаются перевести деньги. Так можно позвонить этому родственнику, уже другой человек, независимый, на которого мошенники не давят, он может это все выяснить в течение 12 часов. Если он подтверждает, операция осуществляется. Если он не ответит банку, банк самостоятельно приостановит выполнение операции. Поэтому здесь такая ситуация, когда независимый человек, не находящийся под влиянием мошенников, не попавший... Может трезво оценить ситуацию. Совершенно верно, да. Может трезво оценить ситуацию и отказать в выполнении этой операции. А допустим, размеры, от которых начинается проверка, они регулируются самим человеком, который подключает эту услугу, или они какие-то грубо говоря, нормативно задекларированные? Нет, этот сервис настраивается индивидуально. Можно прийти в банк, самому выбрать сумму, можно поставить, как я сказал, 100 тысяч, можно поставить 50 тысяч, можно поставить еще 5. Больше, да. Но здесь все зависит от того, насколько обычная операция осуществляет человек. То есть, если человек не покупает не делает крупных покупок, регулярно относительно, да, это будет ему неудобно, наверное, в этом случае, тогда можно эту сумму снизить.
Вот, и А вообще сам сервис, он предполагается, что он будет платным для клиентов или там, это на усмотрение каждого банка по-своему будет происходить? банк может установить плату за предоставление такого сервиса. Все-таки это дополнительная нагрузка на кредитную организацию, но может быть и бесплатным этот сервис. Да? Мы думаем, что сервис, даже если и будет платным, то стоимость этого сервиса будет невысока. И надеемся, что он станет доступным каждому гражданину. Тут я хотел бы еще подчеркнуть, когда мы говорили про вот эти незащищенные категории, этот сервис на самом деле доступен всем гражданам. Да? Вот мы не успели об этом сказать, но он на самом деле доступен не только пенсионерам или молодым людям, он доступен каждому абсолютно любому клиенту. Да. То есть в семье вот, супруги могут настроить такой сервис друг для друга, например, и таким образом защитить свои сбережения. А он автоматически, может быть, подключается или как-то, ну или только вот заранее приходишь там в банк, условно, заявление пишешь? Нет, он подключается по обращению в кредитную организацию и отключается точно так же. Вот может быть возникнет какое-то, ну, такое опасение, что включил и все это навсегда. Да? Нет, это не так. Если ты дал право кому-то видеть, вот, подтверждать твои финансовые операции, то точно так же это право можешь забрать в любой момент. Но для этого нужно прийти в кредитную организацию и написать либо заявление. Но я думаю, что кредитные организации сейчас достаточного уровня развития информационных технологий, и это можно будет сделать дистанционно, через телефон. Ну, посмотрим, как это будет реализовано. Здесь хотел бы подчеркнуть, что человек, который вот подключен к сервису «Вторая рука», то есть подтверждающий, да, вашу транзакцию, вашу финансовую операцию, он не имеет доступа к вашему счету. Он не видит содержание счета. Да, он исключительно подтверждение вашей операции. Антон Анатольевич, ну, спасибо за интересную беседу. Я думаю, многим полезна будет эта информация, потому что, ну, как я сказал в самом начале, мошенничество — это такой бич современного нашего общества. И вам желаю отличного, хорошего дня, дальнейших успехов в вашей работе. Ну, а с нашими зрителями мы уже вынуждены, к сожалению, прощаться, потому что эфирное время подошло к концу. Хорошего вам дня. Ну, а завтра мы вновь встретимся, будем встречать завтрашний день.